Свежая весенняя трава – любимое лакомство для овец. В государственном унитарном предприятии Орджоникидзе они появились 2 года назад. Более 800 голов хозяйство получило по поручению Махмуда Али Калиматова в рамках развития животноводчества в регионе. Мы же до сих пор завозили в Дагестана. Орбичкам завозили, на праздник всегда завозили мы их с Дагестана. Ну, когда у нас свое будет, все. Сейчас не так мы развиваемся, еще 1000 голов, это еще ни о чем не говорит. Мы где-то рассчитываем 4, 5, 20, ну, как у нас получится. Самое главное, голова нас поддерживает, и дальше работать это наша обязанность. Наращивать поголовье ингушские сельхозпроизводители начали в 2020-м. Тогда, в соответствии с поручением Махмуда Али Калиматова, Минсельхоз закупил 10 тысяч голов мелкорогатого и 500 голов крупнорогатого скота. Животных завезли из Дагестана и Северной Осетии. Сделано это было, чтобы заполнить полупустые животноводческие точки в 10 ингушских гупах. В 2020 году мы купили порядка 5000 маточных поголовья овец. И, если мне память не изменяет, около 300 голов КРС. Это в зависимости, где в хозяйстве есть помещение для откорма и для овцеводческих. И на 2021 год мы купили то же самое 5,5 тысяч маточного овец и более 200 голов КРС. Результат не заставил себя долго ждать. Сейчас в гупе Орджоникидзе вместо 800 уже 1200 овец. Скоро появятся на свет еще ягнята. Хозяйство потихоньку расширяется. Появились и дополнительные рабочие места для жителей. Мясная продукция пользуется большим спросом на местном рынке. В этот священный месяц мясо реализуют на ярмарках. Цены там ниже рыночных. Мы еще не пропустили ни одну ярмарку. Присутствуем в всех ярмарках. По 20, по 30, по 40 голов. Ну, сколько нам министр скажет, отвезти, столько отвозим. И в дальнейшем сейчас министр Яхшева до конца марта будет Есхамиер. До конца обязательно надо будет 3-4 ярмарки еще сделать. В Магасе, в Назране. В основном у нас поголовьем разместили в Малгобекском районе. Это ГУП Зори Кавказа 1500 голов. ГУП Малгобекская 1000 голов. ГУП по войнах 1200 голов. И ГУП Алганчурская там поставили 300 голов КРС. И так по остальным ГУПам. Сегодня пожинаем плоды, результаты есть. По крайней мере, без посторонней помощи мы справляемся с ярмарками. Вот эта материальная помощь, которую оказывает глава, в основном идет за счет наших ГУПов. Сейчас мы запланировали 2500 продуктовых наборов малоимущим. Это там основная доля, это мясо. Ну, стараемся за счет ГУП Алганчурского, у нас там на откорме стоит скот. Оттуда. Корм для скота закупать не приходится. Из 2800 гектаров, на котором расположено пастбище, 1000 отдано под выпас овец. Остальное используется для заготовки сена на зиму. Еще на 1000 гектаров в хозяйстве сажают овес, кукурузу и пшеницу. Так что кормом овцы тоже обеспечены. Заготовки рассчитываем до следующего примерно. А так у меня день уходило 3 тонны, 2 тонны уходило. Кормами у нас проблем не было. Единственный минус, как признается директор ГУПа, это мусор на пастбище. Работникам хозяйства регулярно приходится убирать пакеты, бумаги и даже осколки бутылок, чтобы обезопасить скот. В этом году ГУП Орджоникидзе также планирует поучаствовать в ежегодной акции «Мехкосага». На убой уже выбрано 200 баранов. Более того, Минсельхозом также подготовлено 40 голов крупнорогатого скота. Мясо раздадут малоимущим, а также семьям участников специальной военной операции. Дана Плиева, Сулейман Костоев. Новости 24.